Здравствуйте, это новости на телеканале ТУВА-24. Мои коллеги и я, Инна Клавян, расскажем о главных темах. Короткий обзор выпуска. Число участников социального контракта в республике с каждым годом увеличивается. Запущенный механизм уже показал свою эффективность. Самовольный захват государственной земли в Туве. Чем закончилось нарушение закона? Тувинский государственный театр кукол представил новый спектакль по пьесе Эдуарда Межита «В поисках родного языка». Сегодня прошло второе очередное заседание 9-й сессии Верховного Хурала 3-го созыва. Рассмотрели более 30 вопросов. О самых актуальных расскажет Мерген Аюн. На очередном заседании депутаты Верховного Хурала рассмотрели вопросы самых разных направлений. Одним из важных вопросов стал запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в определенных местах на территории республики. Обозначаются места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в соответствии с новыми введенными изменениями. Это здания и территории речных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, речных портов, пристаней, зданий и территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки, здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие к таким зданиям. В числе первых на голосование подняли вопрос о назначении некоторых государственных деятелей на должности. К примеру, исполняющие обязанности заместителя председателя правительства Тувы Виталий Бартнасады, Мангуш Алик и Олег Лукин успешно прошли испытательный срок и могут дальше исполнять свои обязанности во благо республики уже в должности заместителя председателя правительства. Прошел испытательный срок. По мнению главы республики, он достоин для утверждения этой должности. На обсуждении в комитете было отмечено, что он прошел все ступени руководящей деятельности, начиная с уровня муниципалитета. Поэтому есть просьба утвердить его в этой должности. Рассмотрели вопрос о назначении Чоксума Чечена, полномочного представителя Республики Тыва в Москве, на должность заместителя председателя правительства Тувы. Также депутаты проголосовали за введение нового праздника – Дня камнереза, 19 сентября. Депутаты, в проекте разработан в целях создания дополнительных государственных гарантий сохранения многовекового камнерезного искусства Тувы, ставшего брендом региона. Также для совершенствования механизма передачи творческих навыков мастеров камнерезов от старшего поколения к младшему и увеличения сбыта камнерезной продукции в рамках развития туристической индустрии в Туве. Актуальным вопросом повестки дня стало внесение изменений в статью 6 Закона Республики Тыва о развитии малого и среднего предпринимательства. Обсудили возможность оказания финансовой господдержки производителям питьевой воды. Мерген Аюн, Владимир Сюртук, Ангар Кюжигет, телеканал ТУВА-24. Для филиала Российского общества знаний в регионе сегодня важное событие – создание наблюдательного совета. На заседании обсудили насущные вопросы. В нем приняли участие представители правительства, общественной организации и специалисты в области науки и образования. Основная деятельность общества знания – работа по просвещению людей. В наблюдательский совет общества входят ведущие ученые, видные общественные деятели. Совет призван определять просветительскую траекторию общества. На самом деле, вот общество знания, которое когда-то было в советские годы, да, последние годы идет процесс возрождения, и мне кажется, это очень хорошая идея, очень хорошее направление, потому что на самом деле мы привлекаем всех ученых, преподавателей, общественных деятелей, то есть всех тех людей, которые могут с какими-то лекциями пойти и в школу, и в какие-то другие образовательные организации. Просто, что называется, в люди, как это было в свое время. Филиал общества в Туве активно развивается и расширяет форматы деятельности. Организация регулярно проводит семинары, лекции и другие мероприятия, которые привлекают аудиторию разных возрастов – школьников, студентов, рабочую молодежь, специалистов. Реализуемые проекты востребованы и вызывают интерес, дают возможность приобрести новые знания и реализовать себя. Создание наблюдательного совета для нас очень важно, поскольку это очень знаковое событие для общества знания, поскольку и глава Республики Тыва уделяет этому направлению достаточно большое внимание, и его намерение о том, что он возглавит, его намерение возглавить наблюдательный совет, это о многом говорит. Все-таки это и придание статуса, и придание
серьезности той работы, которую мы делаем. На заседании единогласно приняли решение назначить председателем наблюдательного совета главу Тувы Владислава Хавалыга. Заместителем председателя наблюдательного совета стал Арлан Сарыглар. Также в составе отделения министр спорта, цифрового развития, агентства по делам молодежи, общественные организации, специалисты в области науки и образования. Я рад, что сегодня вот такой для меня возрождается. Но цель, наверное, для того, чтобы население нашей республики узнавали о разных отраслях нашей. Но, в частности, я вот все время, когда ездил, говорил о развитии физической культуры спорта нашей республики и о значении физической культуры спорта. Наверное, вот в таком направлении, наверное, еще будем работать. Наблюдательный совет образован в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций в рассмотрении вопросов развития просветительской деятельности в регионе. Сегодня наблюдательные советы Российского общества знания функционируют в 33 регионах России. По итогам 9 месяцев экономика Тувы демонстрирует рост. Объем валового регионального продукта за 2023 год составит порядка 100 миллиардов рублей. Пока это предварительная оценка, но она выглядит вполне убедительной, так как в настоящее время наблюдается увеличение производства в ряде отраслей. К примеру, рост индекса обрабатывающей промышленности, обеспеченный за счет производства прочной металлической минеральной продукции, выпуска текстильных изделий, спецодежды и не только. Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы, в том числе крупных инвестиционных проектов в обрабатывающей и добывающей промышленности, проектов в сфере туризма, комплексного плана энергоснабжения способствует росту инвестиций. За 9 месяцев текущего года в основной капитал республики вложено 10 миллиардов рублей. Это на 3,2% больше объема аналогичного периода 2022 года. Косвенно, но это демонстрирует, что бизнес воспринимает регион как надежную и благоприятную среду для ведения дел. По поручению главы Тувы Владислава Хавалыга в республике с 16 по 21 октября проходит неделя правовых знаний. Охвачено 86 учебных заведений, 13 техникумов. Так, в Тувинском сельскохозяйственном техникуме прошли лекции и викторины. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В Туве особое внимание уделяется подростковой преступности. Поэтому в образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия с привлечением ответственных ведомств и министерств. Статистика, законы, преступления, совершаемые несовершеннолетними, ответственность и советы, как не совершить ошибку. Вот главные темы сегодняшней лекции и викторины. Зачастую один необдуманный шаг приводит к печальным последствиям и может перечеркнуть будущее человека. Данная неделя организована в целях профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По состоянию на 9 месяцев 2023 года у нас незначительный рост совершения правонарушений несовершеннолетними на 1,9%. И для дальнейшего предупреждения новых преступлений мы проводим данное мероприятие. Для лучшего усвоения полученных знаний организаторы мероприятия провели викторину. Студенты, соревнуясь друг с другом, охотно отвечали на вопросы по Конституции России, Кодексу об административных правонарушениях, Гражданскому и Уголовному кодексам. У нас рост отмечен в городе Кызыле, в Улухемском кажуне, Чахольском, Кахемском, Тесхемском кажуне, Пихемском и Терехольских кажунах. Также отмечается рост особо тяжких преступлений. Анализ совершенных преступлений показал, что 36% у нас совершены в ночное время. Осенью и зимой комендантский час для несовершеннолетних действует с 21:00 до 7:00. За его нарушение к административной ответственности привлекаются родители или законные представители. По состоянию на 9 месяцев из 190 несовершеннолетних участников преступлений более 60% ученики образовательных организаций. Мерген Оюн, Буян Мангуш, Ангар Кучгет, телеканал Тува-24. По поручению главы Тувы Владислава Хавалыга в правительстве провели анализ ситуации с безнадзорным выпасом скота в республике. Эта проблема стала причиной 13 ДТП в 2023 году. В них погибли 2 человека и 16 получили ранения. Число аварий, где причинен лишь материальный ущерб, намного выше.
Вместе с правоохранительными органами правительство приступило к выработке жестких мер. Прежде всего, это касается правил выпаса скота и ответственности за их нарушение. Все в полномочиях региона, так как речь идет об административно-правовом регулировании. Рассматриваются и превентивные меры. Например, использование электропастухов, проволочных изгородей под напряжением. Их можно смонтировать недалеко от оживленных трасс, вдоль участков, где чаще всего пасется скот и есть риски его выхода на проезжую часть. Более экономическое решение, нежели монтировать там дорожное ограждение, отметил глава Тувы. В Туве 239 чабанских стоянок, находящихся вблизи автомобильных дорог. Необходимо добиваться, чтобы животноводы снабжали скот светоотражающими лентами и следили за ними на выпасе. Также продолжить чипирование и биркование домашних животных. В случае ДТП с участием скота наличие бирки упростит работу правоохранителям по определению собственника. Более того, современные технологии позволят чабанам отслеживать перемещение стада или табуна, используя гаджеты. Захват земельных участков и самовольные постройки обернулись крайними мерами. Сегодня в микрорайоне «Спутник» снесли объекты незавершенного строительства и ограждения. Тему продолжит наш корреспондент. Эти земельные участки жители приобрели еще в 2018-2019 годах, недострои официально признанные незаконными. Самовольно построившимся жителям неоднократно давали сроки для добровольного исполнения решения суда, которое в законную силу вступило еще в июле. Несмотря на это, люди продолжали строить. Необходимо отметить, что сегодня сносят нежилые дома. Министерством в рамках реализации своих полномочий по защите имущественных прав и законных интересов республики поданы исковые заявления в суд о признании строений самовольными, их сносе и истребовании земельных участков из чужого незаконного владения. В отношении данного же земельного участка иск подан был министерством еще в июле 2020 года. Решение суда первой инстанции вынесено в сентябре 2021 года. Судебный акт вступил в силу в феврале 2023 года. Таким образом, с момента подачи иска до принудительного исполнения судебного акта прошло более 3 лет. Таким образом, мы считаем, что несмотря на принятые судом запреты в осуществлении строительства на спорном земельном участке гражданами, продолжалось строительство, продолжали они нести расходы на возведение самовольных строений. Поэтому министерство просит убедительно граждан перед совершением сделки по приобретению объекта недвижимости тщательно проверить документы. Особо прошу обратить внимание граждан на то, что схема расположения земельного участка, распоряжение министерства о его утверждении не являются правоустанавливающими документами. Перед совершением такой крупной сделки просим граждан обратиться в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва по адресу Калинина 1Б, здание машзавода, 3-й этаж, кабинет 323. Законом об исполнительном производстве со дня вручения постановления о возбуждении исполнительного производства судебным приставом у должника есть 5 дней для добровольного исполнения решения суда. До даты осуществления сноса во исполнение решения суда судебный пристав-исполнитель вручает предупреждение о дате сноса. Даже до этого срока у сторон исполнительного производства есть время для заключения соглашения, либо время для самостоятельного разбора строений. Покупка земельного участка в сегодняшних реалиях может обернуться не только улучшением жилищных условий, но и большими проблемами. Жители Тувы все чаще попадаются на хитрые уловки мошенников. Юридическая неграмотность, излишняя доверчивость, попытка сэкономить или же банальная авось пронесет. К сожалению, мошенники не дремлют и придумывают новые схемы и ходы, а ведь этого можно было избежать. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо тщательно проверять документы или же обратиться за консультацией в профильное министерство. Уполномоченный орган, который выполняет функции по правовому регулированию, управлению и распоряжению государственным имуществом, в том числе в области земельных отношений, Министерства земельных и имущественных отношений Республики. На территории данного земельного участка построены самовольные строения, они не являются жилыми домами. Поэтому работа по исполнению судебного акта, вступившего в законную силу, будет продолжена.
Незаконная продажа земельных участков привела к возбуждению уголовного дела. Виновные так или иначе будут наказаны. Следственные органы задержали 2 подозреваемых. Тем не менее, жителям в вопросе покупки недвижимости необходимо быть более бдительными и не снимать с себя ответственности. Ведь последствия хаотичной застройки могут стать самыми печальными, чего стоит, например, ситуация, когда на Вавилинском затоне место будущей школы пришлось сдвинуть на несколько километров. Все из-за жителей, которые самовольно захватили часть земельного участка, предназначенного под строительство образовательного учреждения. Пока в городе строят целые микрорайоны с многоквартирными домами, а где-то самовольно захватывают участки, причем где наотрез отсутствует инфраструктура, хаотичная застройка не прекратится. А это значит, что частный сектор будет разрастаться и дальше, а вместе с ним и сажа. Для того, чтобы безопасно купить земельный участок, прежде всего нужно убедиться, что собственник земельного участка имеет документы на него, которые зарегистрированы. И также, когда вы покупаете, вы должны убедиться, что вы получили выписку из реестра и стали собственником. Нередко приходят люди ко мне на прием и говорят: я купил земельный участок, показывают какой-то документ, договор, подписанный сторонами, но при этом нет регистрации права собственности ни продавца на этот документ, ни у покупателя нет регистрации. И поэтому в этом случае говорить, что человек что-то купил, преждевременно. Пока нет регистрации, никто не может быть уверен, что он что-то купил. Поэтому призываю всех, кто покупает земельные участки, для того, чтобы не попасть в ситуацию, когда приходится там судиться или там даже доходит до того, что сносят там заборы или незавершенные объекты, убедиться в том, что прошла государственная регистрация прав, получить выписку из единого реестра. По информации Управления Росреестра, в Кызыле земельных участков без прав на собственность и соответствующих документов огромное количество – около 25 тысяч. Если участок стоит на учете, но собственность не зарегистрирована, собственник продавать его не может. Поэтому получаем выписку, смотрим, что там фамилия, имя, отчество указано того, у кого вы покупаете, указан кадастровый номер, и тогда можно более или менее быть уверенным, что вы совершаете какую-то безопасную сделку. Кроме того, необходимо, и это очень важно, убедиться, что у земельного участка есть границы. Потому что в последнее время участились у нас мошеннические сделки, когда продают земельный участок, где указан адрес, указаны там все, скажем так, реквизиты документа правоустанавливающего, но при этом не определены границы участка, и человек покупает кота в мешке. То есть неизвестно, где находится этот участок. Потом, когда он пытается поставить его на учет, по адресу, который указан в документах, сделать это невозможно, и куда-то вообще поставить его тоже большая проблема. Поэтому вот эти моменты обязательно нужно проверять при покупке. Наличие права собственности у продавца и наличие границ у земельного участка. Сегодняшний опыт показывает, что перед покупкой земельного участка следует тщательно проверить документы, ведь так можно остаться и без денег, и без недвижимости. Включить разум и не дать себя обмануть можете только вы сами. Айра Сабы, Мангуш Азамато, Чур, телеканал Тува-24. В Туве социальный контракт для желающих начать свой бизнес начал действовать в 2020 году. Благодаря господдержке многие жители республики встали на ноги и в разы увеличили доходы. Стоит отметить, что социальный контракт сокращает число безработных в регионе. Запущенный механизм уже показал свою эффективность. Так, в столице Тувы открылась еще одна прачечная в Ближнем Кахеме. Преподаватель русского языка и литературы Аяна Мангуш работала в сельских школах. После переезда в Кызыл устроилась воспитателем в детский сад. Отработала 3 года и решила открыть свое дело. Подала заявление в Центр занятости и получила одобрение. В этом районе я примерно живу где-то 5 лет, и вот поблизости вообще нет. Я всегда собирала свои вещи и ехала в город, чтобы постирать. Вот поэтому я решила открыть свою прачечную. Открылись мы в июле, и вот понемножку уже приходят клиенты. Раньше здесь тоже была прачечная, но закрылись мы летом, чтобы сделать ремонт, чтобы закупиться, а потом уже открылись в июле, в середине. Аяна Мангуш – участник социального контракта нынешнего года. Идею своего дела воплотила в реальность, получив финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей. На эти деньги я купила 5 машин, вот этих. И дополнительно на свои средства я еще купила сушилку и большие машинки. Благодаря этой программе у нас улучшился семейный бюджет. И я очень благодарна, что мне дали участвовать и открыть свое дело.
Помимо стиральных машин, Аяна закупила для работы и бытовую химию. Социальный контракт в Туве реализуется на протяжении 3 лет. За это время в Кызыле в проекте приняло участие более 3000 человек по 4 направлениям. Первое направление – это поиск работы для граждан, желающих устроиться. В этом направлении любой гражданин, состоящий на учете в Центре занятости населения, может, устроившись на работу, получить еще дополнительно 15 тысяч рублей в течение 3 месяцев. Или же работодатель может предоставить услугу как бесплатное прохождение практики с выплатой компенсации в этой же сумме. Второе направление – это личное подсобное хозяйство. То есть семья, имеющая доход ниже прожиточного минимума, а на сегодняшний день это 15 419 рублей, может заявиться и приобрести себе или животных домашних, или же необходимые вещи для развития огорода. Например, можно... Проект действительно помогает гражданам выйти из сложной ситуации и встать на ноги, трудоустроиться, создать собственное дело, пережить финансовые трудности. Третье направление – это открытие своего дела, индивидуального предпринимательства, как мы называем. Но на самом деле человек оформляется как самозанятый. Человек может заявиться с любым удобным делом, которое ему нравится. В основном по городу Кызылу открывают швейные цеха, технический ремонт автотранспортных средств, индустрия красоты. Четвертое направление – это обучение. Проходя и участвуя в социальном контракте, вы можете обучиться по любому из вами заявленных направлениях, например, портновскому делу, или пройти курсы визажистов, может быть, поваров. При этом в рамках социального контракта оплачивается 30 тысяч рублей именно Центром занятости населения. Центры занятости также отметили, что все участники проекта трудолюбивые и ответственные, поэтому результат от вложения государственных средств почти 100%, как материальный, так и моральный. Социальный контракт – отличная поддержка для тех, кто хочет идти вперед, начать свой бизнес и развиваться творчески. Банк России выпускает обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей. Обновленные банкноты в современном дизайне и с усиленным защитным комплексом. Интересно, что в оформлении используются достопримечательности разных федеральных округов. На 1000-рублевой банкноте изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обратной стороне Музей истории и государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сюмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе. Цвет банкноты 1000 рублей бирюзовый. 5000-я банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена стелла Европа-Азия, а на обратной стороне памятник сказа об Урале в Челябинске и стелла 66 параллель в Салехарде. Это полюс тропического круга. Цвет банкноты 5000 рублей красный. Также на банкнотах размещен QR-код, который можно отсканировать для получения подробной информации о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот на сайте Банка России. Энтеробиоз – это кишечная инфекция, вызванная несоблюдением элементарных правил гигиены. Болезнь распространена среди детей, но часто выявляется и у взрослых. В Туве проводит профилактику детского энтеробиоза. О том, что за болезнь и как уберечь от нее детей, расскажет Айсана Саян. Гигиена ногтей, чистота рук, регулярное и правильное мытье рук с мылом и теплой водой перед едой, после туалета, игры на улице и контакта с животными. Если соблюдать все эти правила, то заразиться энтеробиозом практически невозможно. Однако, как показывает мониторинг и исследования, дети практически не соблюдают правила гигиены. Факторами передачи инвазии являются загрязненные яйцами гельминта руки, предметы обихода, продукты питания, вода. Клинические симптомы. Основной симптом – это зуд, перианальный зуд, зуд в области заднего прохода. Иногда отмечаются сладкообразные боли, тошнота, беспокойство, снижение аппетита, может даже головокружение. Если у ребенка уже диагностировали энтеробиоз, важно следовать рекомендациям врача и пройти лечение с использованием антипаразитарных препаратов. Не стоит заниматься самолечением, достаточно пойти в поликлинику и сдать анализ на яйцеглист. Выявляем паразиты на глисты.
Обследованию на антирабиоз подлежат дети дошкольных учреждений и их сотрудники, ученики младших классов, люди, посещающие бассейн, находящие рядом с больными, дети-сироты, живущие в школах-интернатах. Таким образом, в результате диспансеризации обучающихся с 1 по 4 классов выявили 630 положительных яйцеостриц. Врачи рекомендуют часто мыть руки с мылом, намыливая их 2 раза, коротко стричь ногти, ежедневно менять нательное белье, чаще менять постельное белье и обязательно гладить его утюгом, регулярно проводить влажную уборку в помещении с частой сменой воды и полосканием тряпок для мытья полов под проточной водой. Айсана Саян, Буян Ноюн, Дарина Даргат, телеканал Тува-24. В репертуаре Тувинского государственного театра кукол «Пополнение» для маленьких зрителей представили новый спектакль по пьесе Эдуарда Межита «В поисках родного языка». Премьерная постановка получила оценку и театрального критика. Приоткроем занавес и расскажем, что главный герой увлекается компьютерными играми, хорошо говорит по-русски, но не знает своего родного языка. Далее подросток попадает в увлекательное виртуальное путешествие. Какое, расскажет Айра Сад. 14-летний Саян увлекается компьютерными играми, отлично говорит по-русски, но не знает тувинского языка. В компьютерной игре для того, чтобы подросток нашел свой родной язык, предлагается виртуальное путешествие по всему миру. Итак, вы готовы? Тогда в путь, Саян из Тувы. Включите режим путешествие, поиск. И поехали! И первая страна, куда попадает главный герой, это Китай. Добрый китайский красный дракон приветствует Саяна и предлагает посмотреть его танец. Отметим, что режиссер-постановщик Айдыс Чадамба, как бы ни показалось, что сюжет спектакля довольно прост, через постановку поднят актуальный на сегодняшний день вопрос, который будет способствовать решению проблемы незнания детьми тувинского языка. В Китае очень много народов со своей культурой и историей. Может, ты сын одного из этих народов? Посмотри на мой танец. Может, ты вспомнишь что-нибудь? Спектакль само по себе это как тувинская сказка. Сюжет там очень простой. Главный герой, современный подросток, мальчик, он увлекается играми, гаджеты, планшеты, игры, да, увлекается с этим. И в какой-то момент игра у него задает вопрос, да, скажи что-нибудь на своем родном языке. И он, оказывается, не знает свой родной язык. Я думаю, наш родной язык, он в таком трудном положении. И поэтому мы поставили такой спектакль. Пришла мысль, а почему бы не ставить, да, или поднять такой вопрос, или обратить внимание наших зрителей. Самураи, сакура, кимоно и мечи. Виртуальное путешествие в поисках родного языка главного героя окунает в Японию. Значит, это не твое, не родное, но никогда не сдавайся. Запомни этот закон! Запомни! В спектакле задействовано 8 актеров. Главного героя играет Херел Кулар. Было тяжело войти, именно вжиться в эту роль, именно войти в компьютерную игру. Изначально он, как сказать так, ему все равно свой тувинский язык, он говорит, что поверхностно относится к этому. И в конце он понимает, что осознает, куда ни ходи, именно в компьютерной игре, там все говорят на своем родном языке. И он осознает, что да, именно, если получается изначально он искал именно бонусы, которые дают в игре. И потом, как-то уже ближе к концу, он понимает, что ему действительно нужно найти свой родной язык.
По пути в виртуальную вселенную встречаются представители разных национальностей и стран. Следующими оказались жители индейского народа Чероки. Когда мы танцуем, наши сердца могут подняться вверх и встретиться там с великими нашими предками. Спектакль удивителен и тем, что декорации заменяют современные технологии, визуальные, красочные 3D-эффекты. Процесс трудоемкий и кропотливый. На создание видеопроекции ушло несколько месяцев. Мы используем видеомаппинг. Здесь используются современные технологии. Мы придумали для каждого эпизода свой виртуальный такой место действия. Да, и для них ушло очень много времени. И наш программист Александр Седипон один все это делал. В общем, спектакль она рассчитан для детей, и поэтому мы постарались, чтобы было все визуально красиво. Да, в общем, детям было интересно, чтобы. Виртуальное путешествие заканчивается тем, что Саян просит помощи у своих предков. Именно они помогают подростку найти свой родной тувинский язык. На премьерном спектакле присутствовали и почетные гости. Среди них филолог, научный сотрудник Института русской литературы и театральный критик, которая приехала из Санкт-Петербурга, Анна Некрылова. Первое, что надо сказать, тема, которая поднялась поднята в этом спектакле, она чрезвычайно важна, она актуальна, и ее всячески надо поддерживать. Если мы говорим о языке, то, значит, должен звучать язык, должна звучать речь. Вот. И я думаю, что здесь сложность в том, что театральными способами, театральным языком очень трудно это все передать, сугубо языковую, так сказать, языковую сторону культуры. И, наверное, можно было бы сказать, что здесь шире стоит вопрос. Коль мы говорим о языке, то язык и должен звучать, да, а не жест, который заменяет его. Но если мы говорим о языке культуры, тогда это возможно. Но все-таки языка должно быть больше. Спектакль получил большой отклик в сердцах маленьких зрителей и всех, кто его сегодня посетил. Мне понравилось, как он искал свой родной язык. Было очень красиво. Мне очень понравился спектакль. Он был очень интересным. Про мальчика, который не знал свой тувинский язык. Он путешествовал по всем странам. И он после шаман очень хотел помочь мальчику и помог Саяну. Я очень хорошо знаю свой тувинский язык. Я люблю на нем разговаривать. Моя вся семья разговаривает на тувинском языке. Все гениальное просто и все простое гениально. Мы уверены, что новый спектакль под названием «В поисках родного языка», несомненно, станет для зрителей одним из любимых. Айра Сабы, Мангуш Азамат Очур, телеканал Тува-24. У меня на этом все. Вы смотрели ежедневный выпуск новостей телеканала Тува-24. Я, Инна Клоян, с вами прощаюсь.